18 июля представители Армавирского государственного педагогического университета в Галском гуманитарном колледже выступили с докладом на тему «Генеалогическое древо языков и происхождение русского языка». На встрече присутствовала молодежь Гала, учащиеся школ и педагоги. С приветственным словом перед собравшимся выступил доцент кафедры всеобщей истории Игорь Басов, а также научный куратор проекта Игорь Крецких. Они отметили, что русский язык и сам Центр открытого образования можно рассматривать как определенное окно возможностей. Очень приятно действительно понимать, что в Абхазии, в городе Гала, в Гальском районе действует наш Центр открытого образования. Можно рассматривать как определенное такое окно возможностей. На лекции о генеалогическом древе языков присутствующим рассказали о том, как языковые системы развиваются и соприкасаются с другими языками. Отдельное внимание было уделено происхождению русского языка. Представлены различные теории о связях с другими славянскими языками. Русский язык – это язык международного общения. По статистике русский язык – это на шестом месте находится по численности людей, которые говорят на русском языке. Русский язык – это язык международных отношений. Это официальный язык и ООН, ЮНЕСКО и так далее. Русский язык нужен везде. И в России, и в других странах. Даже видно здесь на схеме генеалогическое древо языков мира. Самая большая языковая семья – это индоевропейская. Индоевропейская языковая семья. В нее входит индоарийская, иранская, армянская, албанская и так далее, и так далее, и так далее. Остальные все поменьше. Да? Вот, например, кавказская языковая семья. Северокавказский, абхазо-адыгейская группа, абхазский, адыгейский, кабардино-черкесский, нахско-дагестанская, ну и так далее. Южно-кавказская, грузинский язык сюда входит, мингрельский тоже относится к южно-кавказской группе. Доклад помог участникам углубить свои знания о языках и их развитии. Они узнали о том, как изучение генеалогического древа языков может помочь в изучении иностранных языков и понимании их особенностей. Также присутствующие получили представление о происхождении русского языка и его роли в широком контексте славянских и других языков. Мы очень рады о том, что Армавирский педагогический университет открыл здесь вот этот Центр открытого образования, потому что действительно, и в том числе для Россотрудничества, ГАЛ очень важен, и эта часть Абхазии для нас очень важна. Здесь собралась очень такая профессиональная команда, и ребята были все вовлечены, скажем так, в дискуссию. Да. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что в дискуссию вовлекаются только лишь тогда, когда ребята в этом заинтересованы. В этом году намеренно предполагаем, что мы введем в Абхазию так называемый мобильный технопарк детский, в рамках которого дети будут знакомиться с новейшими достижениями в области IT, в области программирования, в области космоса, в области автомобильной промышленности. С одной стороны, это преподавание русского языка, где детям показывают возможности о том, что через русский язык они смогут познакомиться с теми достижениями, которые есть в России. 2023 год президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил годом педагога-наставника. В странах Содружества этот год объявлен годом русского языка. Создание таких центров уже под патронажем Министерства просвещения Российской Федерации велось в течение многих лет. Но впервые в этом году этот проект реализуется столь масштабно. Подобные центры открываются в странах, которые исторически имели какие-то связи с Советским Союзом. В целом, лекция о генеалогическом древе языков и происхождении русского языка оказалась очень полезной для присутствующих, расширив их знания о языковедении и русской культуре. Да, я считаю, что это очень интересная тема, так как мы можем изучать на примере русского языка наш язык, абхазский язык, так как на данный момент он очень плохо изучен, мало источников и сведений по истории языка именно абхазского, а также языков всего Кавказа. Также мы, кроме того, что изучали русский язык, мы рассматривали на примере разных народов, как связаны слова из тех или иных народов, и насколько они взаимствованы. И мы поняли, насколько разных слов из разных языков находится даже в нашем абхазском языке, не только взятые с русского языка, но и с тюркского, с турецкого, с финского и так далее.
То есть, кроме того, мы еще рассматривали также историю России и распространение русского языка не только на территории России, но и на Кавказе, и как оно повлияло на историю нашего государства. В рамках функционирования центра будут проведены мероприятия просветительного, научно-методического и образовательного характера. Их слушателями могут стать не только студенты и школьники, но и все, кто хочет больше узнать о России. Главная задача центра – развитие русского языка, увеличение популярности его изучения и продвижение образования в других странах. Нана Абшилава, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа.